Добрый день, уважаемые участники Олимпиады, учителя и родители учащихся. Мы приветствуем вас на сегодняшнем вебинаре по разбору заданий регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по экономике. Вебинар сегодня проведу я, председатель жюри регионального этапа в СОЖ по экономике, кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики и финансов Ирина Николаевна Швецова. И рядом со мной член жюри, старший преподаватель Института экономики и финансов СГУ имени Петерима Сорокина Галина Андреевна Некрасова. Каким образом у нас будет выстроена работа на сегодняшнем вебинаре, вы можете увидеть на слайде. Сначала Галина Андреевна разберет задания первого тура для 9-11 классов Олимпиады и далее разберет с вами две задачи. И оставшиеся 4 задачи, которые встречались в заданиях и в комплекте заданий для 9 класса, 10-11, разберу я. Кроме того, мы обратим внимание на некоторые типичные ошибки, которые были в ответах на задания наших участников Олимпиады, и дадим рекомендации относительно литературы, которую следует почитать для того, чтобы успешно подготовиться к региональному этапу в СОЖ в следующем учебном году и приложить все усилия для того, чтобы выйти уже на заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников по экономике. Предоставляю слово Галине Андреевне для того, чтобы она разобрала и представила задания первого тура Олимпиады. То есть это были, как вы помните, тестовые задания и с элементами задач. В целом, пока Галина Андреевна готовится, хотелось бы сказать, что с заданиями первого блока справлялись практически все, но, к сожалению, 5-й блок, где были расчетные задания, не удался, к сожалению, за исключением, может быть, одной задачи, на которую большинство дали совершенно верный ответ на уровне 100. Пожалуйста, Галина Андреевна, вам слово. Добрый день всем. Начнем. Первый тур состоял из 4 заданий. В каждом из заданий было несколько вопросов. Первое задание предполагало 5 вопросов типа «верно-неверно». За каждый правильный ответ был дан 1 балл. В презентации показан, во-первых, правильный ответ, а во-вторых, дан краткий комментарий. Так мы видим в первом задании. Было дано некоторое количество единиц товара X, при этом была известна альтернативная стоимость единиц товара X, которая выражена через Y. И нужно было дать ответ, верно или неверно, что ради производства дополнительных 4 единиц товара Y нужно отказаться от 8 единиц товара X. Во-первых, нужно было вспомнить, что такое альтернативная стоимость, и из этого сделать вывод, что альтернативная стоимость x в y и y в x – это обратные величины. Далее мы находим альтернативную стоимость y в x и определяем, что для производства дополнительных 4 единиц y необходимо отказаться от 8 единиц x. И вот это значение 8 единиц нужно еще было сравнить с максимальным объемом производства в 9 единиц, сделать вывод. Итак, первое задание, первый вопрос, ответ «да». Далее, во втором задании это такой общий вопрос на знание экономической культуры, на знание последних достижений экономики, последних трендов. Все экономические исследования предполагают рациональность агентов. Ответ нет. В последние годы все больше распространения получает такое направление, как поведенческая экономика. Даже Нобелевские премии уже были вручены за развитие этого направления. Вот на слайде приведена книга, которая посвящена как раз поведенческой экономике, с которой можно ознакомиться и почитать. Третий вопрос. Здесь нужно понимать, что такое абсолютное преимущество, что такое сравнительное преимущество, для того, чтобы ответить на вопрос. И правильный ответ был «нет». Четвертый вопрос. Здесь нужно было понимать, что такое олигополия. Как дальше мы встретим еще, нужно знать, что такое монополия, монопсония, то есть основные типы
Вот. И в четвертом вопросе. На рынке олигополий может производиться как однородный, так и дифференцированный товар. Да, это действительно правильно. Олигополия говорит о том, что на рынке есть небольшое количество фирм, каждый из которых может влиять на другие. Рынок существует и при производстве всеми фирмами одного товара, и когда фирмы производят разные товары. Пятый вопрос. Здесь необходимо вспомнить, что такое корреляция, что такое причинно-следственная связь. В задании указано, что исследование говорит, что люди после увольнения, прошедшие программу повышения квалификации, в среднем зарабатывают больше, чем те, кто не проходил. И отсюда вывод, что прохождение программы повышения квалификации увеличивает заработную плату работников. Не обязательно корреляция означает наличие причинно-следственной связи. Здесь ответ нет. В 10 классе 1.4 вопрос был несколько другой, и как раз он был посвящен вопросу монополии. Если ввести потоварный налог в размере Т денежных единиц за каждую произведенную единицу, то монополия увеличит цену, по крайней мере, на Т. Ответ нет. В общем случае доля налога, которую монополист перекладывает на потребителя, может быть как больше, так и меньше единиц. Все зависит от функции спроса и издержек. В 11 классе отличались вопросы 1.3 и 1.4. 1.3 – это коэффициент Оукена. Здесь также надо понимать, что это за коэффициент, что он означает и каким образом он связан с ВВП. Коэффициент Оукена – это эмпирическая константа, которая показывает, на сколько процентов изменяется разрыв ВВП при изменении уровня безработицы на 1 процентный пункт. Соответственно, ответ нет. Вопрос 1.4. Здесь уже вопрос о денежно-кредитной политике Банка России и об одном из инструментов – это ключевая ставка Банка России. Ответ нет. Ключевая ставка Банка России – это не ставка процента, под которую Центральный банк начисляет проценты на обязательные резервы коммерческих банков. Просто потому, что на обязательные резервы коммерческих банков Центральный банк проценты не начисляет. Ключевая ставка – это совсем другой инструмент денежно-кредитной политики, который используется для регулирования ликвидности. Задание 2 включало в себя 5 вопросов с выбором единственного верного ответа. Каждый правильный ответ мог принести участникам 3 балла. Первый вопрос, можно сказать, уже традиционно был посвящен тому, кто в 2020 году стал лауреатом Нобелевской премии по экономике. Ответ 4 правильно, за что она была вручена: за усовершенствование теории аукционов. Следующий вопрос. В некоторой стране кривая Лоренца имеет следующий вид. Каково соотношение доходов беднейшей трети, средней трети, богатейшей трети населения? Здесь также необходимо понимание того, что такое кривая Лоренца, и используя это понимание, можно было решить данное задание, и схема решения представлена на слайде. Далее, в третьем вопросе было задано, что в некоторой стране уровень инфляции каждый год составляет 200%, ПТ – это уровень цен в конце года, Т нулевой – это базовый год. И нужно было выбрать правильное утверждение. Ответ 2. В четвертом вопросе речь шла о облигациях. То есть здесь необходимо понимание того, что такое вообще ценная бумага, а конкретно, что такое долговая ценная бумага, облигации. Бескупонные облигации фирм А и Б имеют срок погашения 1 год, доходность одинаковая, цена облигации А равна 4, номинал облигации Б равен 10. Если цена облигации Б на 60% больше, чем номинал облигации А, чему равна доходность облигаций? То есть здесь мы еще работаем с понятием цена облигации, доходность облигации и номинал облигации. Схема решения представлена на слайде, то есть нам просто необходимо из уравнения, к которым связан номинал и цена облигации, вывести необходимое соотношение и определить доходность. И в итоге получается 25%. Пятый вопрос. Предельные издержки некой фирмы задаются уравнением. Выпуск фирмы может быть только целым числом, и чему равна величина средних переменных издержек. Здесь нужно понимать, что такое переменные издержки, что такое предельные издержки. Исходя из понимания, что это такое, используем формулу и находим, что 2021. В 10 классе задание 2.3 несколько отличалось.
Население страны составляет 100 тысяч человек, численность трудоспособного 80 тысяч человек, количество безработных 5 тысяч человек. И нужно найти уровень безработицы. Обратите внимание, здесь верный ответ, что недостаточно информации для ответа. Почему? Уровень безработицы равен отношению числа безработных к объему рабочей силы. Не все трудоспособные люди входят в рабочую силу, а значит информации не хватает. То есть вас не должно смущать, что чего-то не хватает, тем более есть такой вариант ответа. Нужно просто хорошо помнить, что такое безработица и каким образом уровень безработицы может быть измерен. В 11 классе 2-3 задания было следующее. При какой смешанной политике государства точно повышается ставка процента на денежном рынке? Но здесь нужно знать, что такое монетарная политика государства, что такое фискальная политика государства, и оперируя этими определениями, можно было получить правильный ответ. Правильный ответ – это сдерживающая монетарная и стимулирующая фискальная политики. Вопрос 2.4 в 11 классе. В некоторой стране госбюджет был сведен с дефицитом $2 миллиона, частные сбережения меньше инвестиций на $5 миллионов, резервы Центрального банка неизменны, и нужно было выбрать верное утверждение относительно движения капитала. Правильно то, что чистый приток капитала в размере $7 миллионов в 2020 году имел место. Схема ответа на слайде. В целом можно заключить, что с заданиями первым и вторым справились даже очень хорошо. И какие темы затронуты? Во-первых, что нужно помнить, и довольно часто из года в год встречаются эти темы. Понятие альтернативной стоимости, абсолютные сравнительные преимущества, монополия, олигополия, кривая Лоренца, корреляция, причинно-следственная связь. И также вопросы, связанные с общей экономической культурой, такие как поведенческая экономика, ну и последние достижения в экономической науке, а также направление денежно-кредитной политики Центрального банка и вообще государственной политики. Третье задание включало в себя 5 вопросов с выбором всех верных ответов. Каждый правильный ответ давал 5 баллов. Первый вопрос: необходимо было разобраться, что не является производным финансовым инструментом. Здесь верный ответ – это государственная облигация. Для того, чтобы правильно ответить, необходимо понимать, что такое, собственно, производный финансовый инструмент, что такое финансовые инструменты, и чем отличаются те же самые облигации от производных финансовых инструментов. Следующий вопрос. У нас есть совершенно конкурентный рынок с функциями спроса и предложения. На рынке вводится потоварный налог на производителей, и необходимо отметить верное утверждение. Схема решения была следующая. Необходимо было по пунктам рассмотреть, правильно или нет каждый из вариантов ответа, рассуждая таким образом. Введение косвенных налогов всегда приводит к сокращению выпуска. Равновесный выпуск как функция от налога ставки налога определяется как КОТ равно 90 минус Т делим на 3. При Т меньше, чем 45, функция будет больше 15, а Q от 0 будет 30. То есть верный ответ 2 будет. Далее, равновесная цена потребителя равна 90 минус Q от Т равняется 60 плюс Т делить на 3. Значит, она растет на Т делить на 3 после введения налога. И третий ответ правильным не может быть. И далее, чтобы ответить, разобраться, четвертый ответ правильный или нет, нам нужно посмотреть на спрос в первоначальной точке, насколько он эластичен, сделать вывод относительно того, как изменение цены скажется на изменении расходов потребителей. При введении налога цена потребителя растет, а расходы потребителя должны будут упасть. Поэтому четвертый ответ будет неверным. Далее, третье задание – это задание на понимание того, что такое кривая производственных возможностей, что такое кривая торговых возможностей. И нужно понимать, как соотносятся между собой две эти кривые. И в данном случае правильным ответом будет 2, 3,
качестве комментария. Кривая торговых возможностей лежит не ниже кривой производственных возможностей, при этом две кривые должны иметь хотя бы одну общую точку, которая соответствует отсутствию обмена. Следующее. Здесь важно было понимать, что такое товары-субституты, что такое товары-комплементы. И исходя из этого сделать логические выводы. Так, у нас есть товар 1, товар 2, которые являются субститутами, товары 2 и товары 3, которые являются комплементами. А при этом товар 3 не является комплементом или субститутом к первому товару. Какие события происходят при росте предложения товара 1? Как могли вы рассуждать? Цена товара 1 упадет, следовательно, это приведет к тому, что спрос на товар 2 упадет. Следовательно, его и цена, и количество упадут. Отсюда первый и третий ответ окажутся верными. Далее, спрос на товар 3 упадет, так как он дополняет товар 2 и напрямую не зависит от товара 1. Следовательно, и цена, и количество его снизится. Ответ 2 неверен, а четвертый ответ верен. Примером таких товаров являются коньки, лыжи и лыжные ботинки. Важно помнить, вот как я уже сказала, характеристики товаров-субститутов и комплементов, чтобы правильно отвечать на подобные вопросы. В 10 классе вопрос 3.4 был посвящен, опять же, теме облигаций. У нас есть две облигации, точнее облигации двух фирм, которые имеют положительный номинал. Облигация фирмы А имеет срок погашения через год, фирма Б через 2 года от данного момента. Есть некоторый купонный доход в размере 10% от номинала, ставка дисконтирования, которая равна R, и нужно отметить верное утверждение. То есть здесь очень важно понимать, что у нас есть цена облигаций, которая равна дисконтированному потоку платежей по ней. С учетом временной стоимости денег совершенно не очевидно, какая облигация будет стоить больше. Поэтому мы определяем стоимость, сравниваем и делаем вывод. Следующее, 5 задание в 9 классе. У нас есть две фирмы, которые производят один и тот же товар, и эти фирмы решили объединиться. Есть функция издержек фирмы 1, есть функция издержек фирмы 2, есть некоторый общий выпуск новой фирмы, и сделать вывод, какие утверждения верны. Схема решения такая, что объединенная фирма распределяет выпуск между заводами так, чтобы издержки были минимальны. Предположим, что фирма выбирает производство только на втором заводе, и таким образом описываем функцию, и получаем, что первый ответ верен. Во-вторых, вычисляем, что в нулевом выпуске будет значение равно 49, ответ 2 неверен. И далее, чтобы найти оптимальное распределение выпуска, нам необходимо решить задачу минимизации следующего вида, это представлено на слайде. И вставляя значение q равно 2, в первом случае это для третьего варианта ответа, и q равно 10 во втором случае для четвертого варианта ответа, мы получаем, что ответ 3 не верен, ответ 4 верен. И следующая задача, это задача для 10 класса или 11. Есть две фирмы, которые тоже решили объединиться. Задача очень похожа на предыдущую. Но также необходимо выбрать верное утверждение. Схема ответа будет очень похожа. Объединенная фирма распределяет выпуск между заводами, чтобы минимизировать издержки. Здесь она выбирает производство только на первом заводе. И мы отсюда делаем вывод, что первый ответ будет верен, второй ответ не верен. Далее необходимо решить задачу минимизации в условиях, когда фирма откроет второй завод. Обратите внимание, что Q не может быть... При Q меньше или равно 3 невыгодно открывать второй завод, так как издержки на открытие будут очень высокими, они равны 49. Находим величину издержек, подставляем значение 20 для проверки третьего варианта ответа, и получаем, что третий ответ верен. Чтобы правильно ответить на задание полностью и четвертый вариант ответа проверить, необходимо было построить график, или дальше порассуждать графически, и получаем, что четвертый ответ правильный. Задание
в целом вызвали трудности, то есть хотя достаточно много было правильных ответов, но там, где необходимо было составить функции, здесь было несколько сложно и довольно большое количество ошибок. Причем отметим, что правильный ответ — это полное совпадение выбранных ответов с ключом по условиям оценивания. Вот. На что можно обратить внимание? Понятие основные виды ценных бумаг, определение доходности облигаций. То есть, как вы можете увидеть, сразу в нескольких вопросах встречается облигации, основные характеристики облигаций и необходимость рассчитать эти характеристики и сравнить облигации между собой. Далее, связанное с этим понятие временной стоимости денег, понятие дисконтирования, и равновесная цена, равновесный выпуск, налоги на конкурентном рынке. Также кривая производственных возможностей, кривая торговых возможностей. Задачи на эту тему нам и дальше сейчас встретятся. И также, что такое общие издержки, предельные издержки, средние переменные издержек. И как находить функции издержек, когда производство двух фирм объединяются в одно. Такие задания встречались и в олимпиадах прошлых лет. Да, уважаемые коллеги, хотелось бы ваше внимание обратить на вот этот слайд и на схему оценивания. То есть правильный ответ засчитывался только при условии полного совпадения выбранных ответов с ключом. То есть, к сожалению, где-то какой-то определенный недостаток возникал, и поэтому приходилось обнулять балл за все задание. Поэтому еще раз на следующий год, если вы будете участвовать, обратите, пожалуйста, на это тоже внимание. Пожалуйста. Далее, задание 4. В первом туре, можно сказать, это такое наиболее развернутое задание. Здесь предполагалось открытый ответ. Каждый правильный ответ давал 7 баллов. Вот, в первой задаче у нас есть некоторое лекарство 1, на которое есть фиксированный спрос. Далее спрос изменяется, и необходимо оценить размер дефицита. Каким образом это делаем? Алгоритм решения. Сначала надо было найти первоначальную цену, определяем, что цена равна 50 путем несложных преобразований. Далее определяем величину спроса при этой цене. Получаем, что она равна 150. Величина предложения при этом остается прежней, то есть спрос у нас вырос, предложение никаким образом не изменилось, больше не производит препарата. Отсюда дефицит составляет 100. Следующая задача. В городе Н есть единственный театр с вместимостью 400 человек. Изначально есть спрос, который описан определенным уравнением. В условиях пандемии были введены ограничения на заполненность зала 50%. Соответственно, спрос снизился, театр максимизирует выручку. И нужно ответить на вопрос, на сколько процентов театру следует снизить цену в условиях пандемии по сравнению с ситуацией до пандемии. Каким образом необходимо было решать эту задачу? Сначала определить оптимальную цену до пандемии. Исходим из условия, что у нас 400 человек – это оптимальное количество билетов, равное вместимости зала. Используем функцию максимизации выручки. Получаем, что цена равна 500. Далее находим оптимальную цену в условиях пандемии. Здесь у нас количество оптимальных билетов сокращается, то есть это становится 200. Также используем функцию максимизации выручки уже на отрезке от 0 до 200. И находим, что количество билетов 180, цена тоже 180. И смотрим, как цена изменилась, и получаем, что цена должна снизиться на 64%. Следующая задача. Малооткрытой экономике спрос предложения на рынке некоторого товара определяется следующими функциями. Известна мировая цена. Кроме того, введена потоварная импортная пошлина в размере 4 денежных единиц. И нужно ответить на вопрос, на сколько процентов упадет объем импорта, если импортная пошлина увеличится на 50%. На первом шаге мы определяем цену для внутренних потребителей при импортной пошлине. На втором шаге мы находим объем импорта, подставляя функции необходимые выражения. Далее мы находим объем импорта при t равно 4. Находим объем импорта при t равно 6.
И смотрим, какое изменение у нас получилось. Минус 12,5%. Тот же ответ можно было, в принципе, получить через эластичность, потому что точная эластичность линейной функции, которая у нас получилась, 30 минус 1,5t, в точке 4 равна минус 1/4. Для линейных функций отношение процентных изменений равно точной эластичности. И также мы получаем ответ минус 12,5%. Похожая задача была для 10 класса, но необходимо отметить, что все-таки она была несколько более короткая по решению. Здесь нужно было найти ту же самую точную эластичность объема импорта по пошлине. Также находим цену для внутренних потребителей при импортной пошлине, находим объем импорта и вычисляем точную эластичность функции в точке 4. Задание 4 для 9 класса. Что известно? Что есть некоторая фирма, которая использует в производстве только труд, продает товары на совершенно конкурентном рынке по цене некоторой, равной 20. Производственная функция имеет следующий вид. Фирма является монопсонистом. Есть две группы работников, мужчин и женщины, у каждой описано предложение труда. Фирма назначает разную зарплату для мужчин и женщин. И необходимо ответить на вопрос, как изменится зарплата мужчин, если государство, запретив дискриминацию, обяжет платить всем работникам одинаковую зарплату. Что нам нужно? Максимизировать прибыль по зарплате. Определяем максимизацию при наличии дискриминации. Здесь у нас функция, у которой есть две параболы. Необходимо найти вершину каждой. И получаем, что W1 равно 10, W2 равно 6. Далее смотрим, как будет максимизировать прибыль фирма при запрете дискриминации. У нас тоже получается парабола, и находим ее вершину, она равна 8. Сравниваем значения, полученные в пункте 1 в пункте 2, и получаем, что заработная плата мужчин снизится на 20%. Следующая задача как раз тоже на кривую производственной возможности. Для того, чтобы ее решить, можно было использовать графическое представление суммарной кривой производственной возможности. Это несколько облегчало логику рассуждений. То есть на первом этапе надо было построить суммарную кривую производственной возможности по тем параметрам, которые даны в условии. Затем определить луч, который равен y равно x делить на 2. Затем определить участок пересечения луча и суммарный КПВ. То есть мы понимаем, что это правый участок, значит тот, чья индивидуальная КПВ соответствует правому участнику, при оптимальном разделении труда занимается двумя видами деятельности. Поэтому участок Робинзона это левый, потому что при оптимальном разделении сказано, что Робинзон занимается одним видом деятельности. Далее КПВ Робинзона описывается уравнением y равно 40 минус x делить на 2. Пересекая ее с лучом, получаем, что в одиночку Робинзон будет собирать 40 кокосов. Следовательно, он потребит 20 кокос-бургеров. Ответ 20. Следующая задача. Центральный банк покупает у коммерческих банков облигации на сумму 300 денежных единиц. Полученные от этой операции деньги банк полностью выдает в кредит. В экономике нет наличных денег, норма обязательных резервов равна 10%, норма избыточных резервов равна 5%. И узнать, на сколько денежных единиц вырастет денежная масса. Чтобы решить эту задачу, необходимо понимать, что такое банковский мультипликатор, и вообще, что такое денежная масса и как их рассчитывать. Используя условия, мы можем рассчитать банковский мультипликатор. Он рассчитывается как единица, деленная на сумму нормы обязательных резервов, нормы избыточных резервов. И, соответственно, мы находим затем увеличение денежной массы и ответ 2000. В целом можно сказать, что в этой части вопросы вызвали трудности, и необходимо обратить внимание на применение функций максимизации и минимизации, на то, как рассчитывать эластичность, как ее использовать в задачах и как строить кривую производственной возможности, как ее трактовать.
Вот. И хотелось бы отметить, что в четвертом задании засчитывались все правильные по смыслу ответы с соответствующими предлогами и единицами измерения. То есть достаточно было вам написать правильное число, чтобы мы засчитали ответ как верный. Так, перейдем к заданиям второго тура. Это 2 задачи 9 класса. Задание 6, шарик-бизнесмен. Максимум можно было получить за эту задачу 30 баллов. То есть у нас что известно? У нас известно, что Матроскин уехал в отпуск, и вместо него Шарик производит творог. Он является монополистом. Помимо того, что Шарик производит творог, он еще может давать уроки фотоохоты по некоторой цене. У него есть ограничение 50 часов в неделю на выполнение 2 видов работ, и он максимизирует свой доход от 2 видов деятельности. Под буквой А необходимо найти оптимальный для Шарика объем производства творога и соответствующий этому объему максимальный суммарный доход Шарика. Алгоритм решения. Необходимо было составить обратную функцию спроса, выписать функцию общего дохода Шарика от продажи творога. Затем составить уравнение общего дохода Шарика, который продавал творог и дополнительно еще давал уроки фотоохоты. С учетом ограничения в 50 часов преобразовать функцию дохода, заменив переменную времени, затраченного на уроки фотоохоты, на соответствующее значение Q. Установить отрезок, в границах которого находится Q, исходя из этого ограничения. В итоге у нас получается квадратичная функция дохода. Опять же, ветви параболы направлены вниз, значит, можно найти вершину и проверить обязательно ее на соответствие границам Q от 0 до 10. Поскольку Q у нас 8, это попадает в границы отрезка, и значит, Q равно 8, это оптимальный объем производства творога. Подставляем 8 полученную ранее функцию дохода и определяем суммарный доход. Для решения задачи под пунктом Б нам необходимо было несколько модернизировать нашу функцию, потому что почтальон Печкин делает некоторое предложение Шарика, и при этом спрос на творог вырастает до некоторого нового значения. Составляем обратную функцию спроса в новых условиях. Аналогично пункту А составляем функцию общего дохода Шарика. Отрезок у нас остается таким же. Аналогично у нас получается квадратичная функция дохода. Находим вершину. Здесь получаем, что Q равно 12. Это не соответствует установленным границам. И необходимо отметить, что оптимальное значение будет лежать на верхней границе отрезка. Вот, далее рассчитываем доход Шарика в случае Б, сравниваем с тем, что у нас получилось в предыдущем пункте, и при согласии Шарик получает 195, это меньше дохода, полученного в пункте А, 196. Соглашаться не стоит. И под пунктом В, аналогично предыдущим, необходимо было составить функцию общего дохода Шарика. Отрезок остается такой же. Также у нас получается квадратичная функция дохода, у которой необходимо найти вершину. В данном случае она равна 9 и соответствует установленным границам. Получается оптимальное значение равно 9. Рассчитываем доход Шарика. В данном случае получается 208. Сравниваем с доходом в пункте А. 208 больше, чем 196, значит выгодно согласиться. Допустимо было решать задачу несколько другим способом и максимизировать не общий доход, а экономическую прибыль от продажи творога. В данном случае экономическая прибыль – это превышение выручки над экономическими издержками. Под явными издержками производства, точнее, явные издержки производства в данном случае равны нулю, неявные издержки равны упущенной выгоде, то есть доходу от уроков, потерянному из-за производства творога. Схема проверки. За арифметическую ошибку снимался 1 балл, если при этом логика решения сохранялась. А правильное составление функций в каждом пункте давало по 5 баллов. Нахождение Q по 1 баллу в каждом пункте. Проверка принадлежности полученного значения допустимому отрезку 1 балл. Проверка достаточных условий максимума тоже 1 балл. Определение оптимального выпуска в пункте Б – это 1 балл. Как раз то, о чем я говорила, что у нас значение получилось выше
граница допустимых отрезка, поэтому необходимо было принять верхнюю границу отрезка. И нахождение дохода по 1 баллу в каждом пункте. Сравнение Q при измененных условиях тоже по каждому пункту давало 1 балл. Следующая задача – это повышенная ставка. Максимально можно было получить 30 баллов. В целом можно заключить, что все-таки с этой задачей не справились, хотя были некоторые правильные мысли, правильные размышления, но задача вызвала трудности. Каким образом нужно было ее решать? Необходимо рассчитать и в пункте А, и в пункте Б сумму средств на счете при пополняемом вкладе для начала, а затем при непополняемом вкладе. Значит, в пункте А, из чего у нас рассчитывается и складывается сумма средств при пополняемом вкладе. Это 500 начальная сумма, далее проценты по вкладу за 1 год, это 500 умножаем на 12 и на 1/100. Далее известно, что человек может из зарплаты вкладывать еще 40 тысяч рублей каждый год, то есть каждый месяц, то есть 40 на 12 это годовые сбережения из зарплаты. И поскольку проценты начисляются на вот эти годовые сбережения, у нас есть еще и сумма этих процентов. Если мы сложим все 4 составляющие, мы получаем 1066,4. Далее рассчитываем сумму средств на счете при непополняемом вкладе. Здесь у нас схема будет несколько проще, потому что положили деньги, через год деньги мы забрали, и плюс у нас есть дополнительно годовые сбережения из зарплат. 3 составляющие в сумме дают 1070. Мы сравниваем эти два значения и получаем, что непополняемый вклад выгоднее. Пункт Б был несколько сложнее, но схема решения идентична. Рассчитываем сумму средств на счете при пополняемом вкладе. В итоге мы получаем это 1,12m плюс 12,66x. Далее рассчитываем сумму средств на счете при непополняемом вкладе. Получаем 1,18m плюс 12x. Следом сравниваем полученные значения и делаем вывод, что пополняемый вклад выгоднее. Отсюда мы определяем значение k равно отношению m к x, оно равно 11. И делаем вывод о доле людей, которые предпочтут пополняемый вклад. То есть они лежат в интервалах от 5 до 7, от 7-9 до 9 до 11. То есть мы складываем 10, 20 и 30%. В сумме мы получаем 60. Схема проверки. Корректный расчет суммы к концу года для пополняемого вклада в пункте А дал 4 балла. А для непополняемого вклада тоже 4 балла. Если сделан вывод о том, какой вклад предпочтительный, то есть сравнили две суммы, вы получали еще дополнительно 2 балла. В пункте Б схема решения, в принципе, похожая, только схема оценки, только более развернутая. Если корректно записано выражение при пополняемом вкладе 4 балла, при непополняемом вкладе тоже 4 балла. Если составлено неравенство, которое показывает, при каких параметрах какой вклад предпочтительнее, 4 балла. Если неравенство решено, это еще 4 балла. И приведена доля людей, предпочитающих пополняемый вклад, то есть сделан общий вывод и посчитаны там 3 составляющие, которые дали 60%, это тоже давало 4 балла. В итоге пункт А давал 10 баллов, пункт Б 20 баллов, в сумме 30. На что посоветую обратить внимание? Во-первых, на то, каким образом составлять функцию спроса, как находить квадратичную функцию совокупного дохода, как определять вид функции, то, что это квадратичная функция, как находить вершину параболы. Ну и, конечно, понятие простого процента, желательно еще понятие сложного процента, и как рассчитывать итоговую сумму, если деньги вносятся на вклад не единоразово, а ежемесячно. Уважаемые коллеги, да, поблагодарим Галину Андреевну. И в части задачи, которая касалась повышенной ставки, процента, на что здесь хотелось обратить внимание, что действительно все вы делали попытку так или иначе решить эту задачу, но, к сожалению, где-то были допущены неточности, в результате вы не выходили на правильный ответ, хотя некоторые выводы вы делали логично. Однако при проверке
Что было неудобно, да, то, что вы прописывали не прилагательным эти вклады, то есть пополняемый, непополняемый, а использовали термины первый, второй. Это не очень удобно при проверке, то есть нам нужно было постоянно где-то проводить расследование и понять, какой вклад вы обозначаете в качестве первым, какой в качестве вторым. Это, конечно, не влияло в итоге на результат, потому что вы в любом случае считали неверно проценты и накопленную сумму, но на будущее хотелось бы дать вам рекомендацию, чтобы вы не шифровали ответы, да, а полными словами говорили, что пополняемый вклад выгоднее или непополняемый вклад, наоборот, выгоднее. Вот это небольшая такая рекомендация на будущее. Это нам существенно нашему жюри упростит работу. Все-таки вам будет намного понятнее, когда вы будете вашу работу перепроверять. Вот. А мы, соответственно, двигаемся дальше, и мы рассматриваем оставшиеся 4 задачи. Которые у нас встречались в комплекте заданий для 9 класса и 10-11 классов. То есть, хотя федеральное жюри нам анонсировало, что комплекты заданий будут разделены для каждого класса, на самом деле оказалось, что в принципе появились задачи сквозные прямо с 9 по 11 класс включительно. Вот. И, естественно, конечно, мы понимаем, что 11-классники, возможно, имеют преимущество при решении этих задач, потому что больше знают, больше опыта у них есть. Задание 5, которое было в комплекте заданий для 9 класса, 10-11 классов, это шок на рынке масок, то есть такая задачка, которая связана с ситуацией пандемии, которая у нас сейчас, которую мы в 2020 году пережили и переживаем до сих пор. То есть рассматривался рынок медицинских масок в стране совершенно конкурентный. Была задана функция рыночного спроса уравнением QD равно 55 минус P. Далее функция предложения и количество фирм, которые действовали на рынке и так далее. Нужно было определить уравнение недельного спроса, число фирм, вошедших на этот рынок, и определить, какой будет цена маски в 2020 году, если после окончания пандемии спрос на маски вернется к уровню 2019 года. На что здесь следовало обратить внимание? Нужно было исходить из того, что прибыль – это выручка, прибыль – это выручка минус совокупные издержки. Вот, выручка организации определяется как цена единицы на объем. Вот, с учетом этих изначальных посылов мы должны были построить типичную функцию прибыли на соответствующем рынке. То есть прибыль определялась как PQ минус Q квадрат минус 4. В итоге мы получили, когда мы получили соответствующую формулу и модель, наша задача состояла в том, чтобы максимизировать эту прибыль, но вопрос заключается в том, как ее максимизировать. Для этого мы должны были подойти к решению этой задачи математически. То есть мы должны были увидеть и заметить, что график этой квадратичной функции – это парабола с ветвями вниз. И, соответственно, так называемый оптимум достигается в точке вершины параболы, Q со звездочкой от P. Вот. И далее мы вспоминаем, как рассчитывается формула расчета вершины параболы, минус b, деленное на 2. И мы получаем, что Q со звездочкой, то есть вот этот оптимум, будет равен 0,5p. И далее вот это равенство, то есть не что иное, как функция предложения каждой вошедшей на рынок фирмы, мы постоянно будем использовать в решении этой задачи. То есть дальше мы должны определить, что при оптимальном поведении фирмы ее прибыль обращается в ноль. Вот, соответственно, мы должны были первоначальную модель, функцию прибыли фирмы приравнять к нулю и подставить в эту функцию полученное оптимальное значение Q со звездочкой, то есть вершину параболы. В итоге мы отсюда находим значение P, которое будет равно 4. То есть именно эта цена, которая складывается в долгосрочном равновесии.
И если мы имеем такую цену, то мы тогда эту цену подставляем в функцию спроса, рыночного спроса на маски. Эта функция рыночного спроса дана в пункте А. И в итоге мы получаем, что потребители захотят купить по цене 4 36 единиц продукции, то есть 40 минус 4. Далее мы определяем, что если у нас есть эта цена равная 4, то если мы цену в 4 единицы подставляем q со звездочкой, то есть в оптимум вершину параболы, то мы получаем объем 2 единицы. Далее мы находим количество фирм, которые войдут на рынок. Вот, у нас есть совокупная функция и функция предложения каждой вошедшей на рынок фирмы. Вот. И мы должны разделить одно на другое и в итоге получить 18 фирм. То есть, по сути, 36 мы делим на 2, получаем это число 18. Далее в пункте Б. Мы пункт Б опять же увязываем с результатами решения пункта А. Вот, мы должны получить рыночное предложение, которое составит 18 q со звездочкой. То есть мы должны взять количество фирм, которые мы нашли в первом пункте, и умножить на вот этот оптимум 0,5p. В итоге мы получаем, что рыночное предложение описывается функцией qs равная 9p. И далее мы должны в новом краткосрочном равновесии приравнять функции спроса и функцию предложения. Функция спроса у нас есть 400 минус p в условии задачи. Функция предложения у нас 9p, мы ее только что нашли. В итоге мы решаем это равенство относительно одной переменной, получаем цену равную 40 и объем равный 360. Вот, и, соответственно, эти результаты нужно было четко записать. Далее, в пункте В. Опять же, мы опираемся на результаты, полученные в пункте А, цену, которую мы нашли в пункте А, равную 4, и мы определяем, сколько потребители захотят купить, какой объем захотят купить при данной цене. То есть у нас есть функция 400 минус p, ну, соответственно, p у нас равно 4, и мы получаем q при цене 4 396 единиц продукции. И далее каждая фирма произведет 2 единицы. 2 единицы, потому что мы вершину параболы, функцию вершины, в результат по вершине параболы подставляем вот эту цену 4 единицы. И, соответственно, далее мы находим, сколько будет фирм на рынке. Для этого мы должны полученный результат Q1 396 разделить на вот этот объем, так сказать, оптимальной вершины параболы 2 единицы, и получаем 198. Что здесь было важно при проверке ответов на поставленные вопросы? Значит, у нас за первый пункт, за правильное решение первого пункта нам давалось чем-то 10 баллов, да, немножко ошиблась, всего за пункт давалось 14 баллов. Да, тут немножко некорректно, поэтому мы пропустим. Я вам озвучу. Значит, всего за пункт первый 14 баллов, за пункт второй 6 баллов, и по пункту третьего можно было максимально получить 10 баллов. И на что нужно было обратить внимание, это опять же на параболу, на то, что ее ветви направлены вниз, и то, что мы постоянно работаем в данном случае с точкой вершины параболы, и поэтому нужно, конечно, посмотреть, еще раз повторить, как вершина параболы рассчитывается и вообще как парабола выглядит с математической точки зрения. Вот. Что примечательно, если в предыдущие годы, когда вот мы были жюри, проверяли ваши работы, практически никто не обращался, не вспоминал про параболу, да, то сейчас действительно во многих работах вы четко прописываете, что есть функция, эта функция есть парабола, ее ветви этой параболы направлены вниз или вверх в зависимости от ситуации, которая описывается в задачах. Так, следующее задание это задача уклонения от уплаты налогов.
Это задание есть в комплекте для 10-11 классов, то есть в данном случае рассматривается фирма-монополист, которая работает на рынке с определенным спросом, есть функция спроса. То есть обратите внимание, что мы во всех задачах оперируем вот этими функциями спроса, функциями предложения, и на основе манипулирования и использования этих функций, этих моделей мы, соответственно, должны решать задачи. То есть, в принципе, здесь как таковых, наверное, в этом туре логических рассуждений гуманитарных здесь нет, все четко основано на соответствующих функциях. Так, наша фирма-монополист платит налоги, однако находит способы уклонения от уплаты налогов, и, соответственно, возникает необходимость рассчитать, какую чистую прибыль получит фирма, если она не будет уклоняться от уплаты налогов, какую настоящую прибыль получит фирма, если она все-таки решит уклоняться от уплаты налогов, то есть, по сути, сколько она сэкономит, если будет использовать различные нелегальные способы, да, даже если за них придется заплатить. И дальше последнее задание. Предположим, государство заинтересовано собрать как можно больше налогов. После того, как государство выбирает ставку налога, фирма выбирает выпуск и уровень уклонения от налога. Какую ставку налога на прибыль следует установить государству. То есть такое вот интересное задание. Опять же, мы здесь возвращаемся к тому, что мы должны рассчитать прибыль как разницу между выручкой и расходами. Выручка – это цена на количество, ну, соответственно, расходы определяются как совокупные расходы фирмы. Но, однако, поскольку в данном случае речь идет о налогообложении, то в пункте А мы должны скорректировать разницу между выручкой и расходами на так называемый налоговый корректор, то есть единицу минус ставка налога на прибыль. То есть у нас останется в компании ровно столько прибыли, да, за минусом той доли, которая уйдет, той части прибыли, которую мы перераспределим в пользу государства, то есть уплатим налог. Так, в пункте А мы, соответственно, после того, как в модель прибыли, вот, о которой я сейчас сказала, налоговый корректор умноженный на выручку минус расходы, подставили все наши функции, которые были даны в условиях задачи, мы в итоге, опять же, получили функцию прибыли как квадратичную параболу, ветви которой направлены вниз, и у нас есть вершина этой параболы, которую мы условно можем называть как некоторый оптимум. Вот, и, соответственно, мы, исходя из этого расчета, мы получили, что наша прибыль, чистая прибыль нашей компании с учетом налогов составляет 20. Далее, в пункте Б наша фирма зарабатывает прибыль, однако она уклоняется от уплаты налогов. Здесь тоже в данном случае строится такая модель, которая выглядит так: прибыль. Из прибыли мы должны убрать сумму налога с прибыли, с той прибыли, которую покажет эта фирма государству, и минус расходы на уклонение. Опять же, мы в эту общую модель подставляем все функции, которые у нас доступны в условиях задачи. Опять приходим к тому, что у нас есть параболы, у нас есть вершины этой параболы, и мы определяем так называемую, вот как используется термин в данной задаче, настоящая чистая прибыль фирмы. Она будет равна 21. Но если логически порассуждать, то получается, что, конечно, уклонение от уплаты налогов в целом дает компании дополнительную единицу. Но это вопрос здесь, конечно, не спрашивается, что выгодно, что невыгодно, но об этом тоже можно в дальнейшем порассуждать. Далее, что касается целевой функции в пункте В, когда мы хотим, чтобы наше государство установило оптимальную, можно сказать, ставку налога на прибыль, какие рекомендации мы можем дать. То есть в данном случае, опять же, исходят из совокупной функции прибыли, которая также определяется с учетом возможных расходов на уклонение от уплаты налогов. Мы находим совокупные налоговые поступления, определяем, строим эту функцию совокупных налоговых поступлений при оптимальном объеме. И оптимальный объем у нас — это вершина параболы. И, соответственно, мы находим, что
И приходим опять же к тому, что у нас есть функция совокупного налогообложения квадратичная. Это ветви параболы направлены вниз, и вершину, опять же, находим вершину этой параболы, которая равна 0,25. Если это перевести в проценты, получается 25%. И что еще важно было в этом задании, это то, что определить отрезок, на котором возможно допустимо это решение, оно логически находится в интервале от 0 до единицы, поскольку аналогии не могут ни быть ни отрицательными, ни больше единицы. Так, далее. Теперь схема проверки. Схема проверки. Максимально за первый пункт можно было заработать 6 баллов, за второй пункт 12 баллов и за весь третий пункт 12 баллов. Вот здесь, конечно, все на слайде подробно расписано, то есть схемы проверки более сложные, более детальные по сравнению вот с задачами, может быть, предыдущими. На что следует обратить внимание и на то, что, опять же, например, нужно проверять достаточные условия максимума. И проверяется оно либо через производную, да, либо через график. Самое простое и более-менее понятное — это график функции, которая есть квадратичная парабола, а ветви ее направлены вниз. Вот. Еще раз обращу внимание, что практически уже вы видите вторая задача, и во второй задаче мы приходим к тому, что нам нужно получить параболу, найти ее вершину, и уже от этой вершины, соответственно, дальше двигаться, дальше решать задачу. Так, задача 7 была в комплекте для 11 класса. Это задача 2 цели: про закрытую экономику и про правительство, которое воздействует на государственные закупки и стремится сбалансировать бюджет и так далее. То есть такая задача из макроэкономики. В данном случае нужно было иметь представление о том, что такое закрытая экономика, и отсюда, соответственно, определить схему расчета валового внутреннего продукта. И, кроме того, здесь встретились понятия аккордных налогов, впервые, может быть, во всех заданиях, и трансфертных платежей. Так, в пункте А нужно было найти уровень, на котором нужно установить госзакупки для того, чтобы достичь потенциальной ВВП, и установить государственный объем государственных закупок для того, чтобы получить сбалансированный бюджет. Вот. Во втором варианте нужно было это все соединить в единое, так сказать, целое и достичь такого компромиссного варианта. Так, что здесь у нас еще было дано? У нас была дана функция потери, как разница между фактическим и потенциальным ВВП. Было дано сальдо государственного бюджета, то есть, опять же, все было возведено в квадрат. Так, каким образом мы здесь должны были поступать, какого алгоритма расчета придерживаться? То есть мы в первом пункте обращаем внимание на то, что у нас экономика закрытая, и, соответственно, у нас экспорт-импорт — это нулевые показатели, и объем ВВП у нас определяется как сумма потребления, инвестиций, государственных расходов. Далее нам нужно было в эту модель валового внутреннего продукта добавить все эти функции, которые у нас вообще были в условиях задачи, и в итоге мы должны были прийти к объему ВВП, который рассчитывался как, то есть модель вот этого ВВП выглядит как 100 плюс 2G. Вот. Затем, соответственно, поскольку мы хотим достичь потенциального ВВП, то, соответственно, мы должны решить уравнение, которое выглядит как равенство 40 плюс 2G равное 300. Отсюда мы находим, что вот эти государственные закупки, которые обеспечивают равенство потенциального и фактического ВВП, равны 100. Вот. Далее, по аналогичной схеме, примерно вот, придерживаясь той же логики, мы, соответственно, находим сальдо бюджета, определяем, каким образом находится сальдо бюджета. То есть здесь такая интересная модель.
Сальдо бюджета определяется как разница между доходами бюджета и расходами бюджета, а доходы бюджета определяются путем умножения ставки налога на ВВП. Вот, может быть, в этом здесь была такая немножко небольшая, может быть, проблема, и в итоге мы получали, что сальдо бюджета рассчитывается по модели 25 минус 0,5 G, то есть государственные закупки. Вот дальше мы говорим, раз наш бюджет сбалансирован, мы должны вот это сальдо приравнять к нулю. И в итоге мы должны выйти на то, что наши государственные закупки для обеспечения сбалансированного бюджета должны составлять 50. Далее, что нам нужно сделать в пункте Б? В пункте Б все наши умозаключения и модели относительно фактического ВВП и сальдо бюджета, то есть вот эти 100 плюс 2G, 25 минус 0,5G, мы должны подставить в модель L, которая вот здесь у нас прописана. После того, как мы все эти частички включаем в данную модель, функцию потерь, мы опять видим, что это квадратичная парабола, ветви направлены вверх, и, соответственно, ее минимум достигается в точке государственных расходов же со звездочкой, равной 900. И, соответственно, здесь ответ, 90, простите, пожалуйста, ответ равен 90. То есть, опять же, у нас всплывает наша, что-то тут опять тоже не сохранилось у меня, квадратичная парабола. Так, что касается схемы проверки. Вот в этой задаче при схеме проверки мы должны были учитывать наличие арифметических ошибок, то есть где-то, наверное, в каких-то задачах, если вы помните, арифметическая ошибка не была так критична, но вот здесь нужно было автоматически снимать балл, 1 балл автоматически за арифметическую ошибку в любом из пунктов. За первый пункт максимально можно было заработать 20 баллов. Там дальше подетально каждый элемент задания давал по 4 балла. За второй пункт можно было получить 10 баллов. И, соответственно, если вы использовали выкладки пункта то 4 балла. Корректно решили задачу правительства и представили значение госзакупок оптимальных 4 балла. И опять же за то, что вы проверили и вообще прописали это условие оптимума в виде квадратичной параболы с ветвями вверх, то, соответственно, вы за это получали дополнительно 2 балла. Иными словами, если бы вы решили задачу и не написали про параболу, то пришлось бы, конечно, поставить не максимальный балл, а на 2 балла пониже. Вот, поэтому в будущем, пожалуйста, обращайте внимание и все время пишите про параболу. И запомните, что получается общая модель решения всех задач, которые мы сейчас даже с Галиной Андреевной посмотрели, это приведение всех условий к квадратичной параболе. Далее, задание 8. Задание 8 – это задание, которое было в комплекте заданий для 9 класса, 10, 11 класса. Хочу обратить внимание, что аналогичная задача была в прошлом году, и в этом году, по сути, она повторяется, и мы опять ее, к сожалению, не очень хорошо, практически, можно сказать, не решаем. На что здесь мы должны были обратить внимание? На то, что нам нужно было сложить модели функции y по 2 племенам и в итоге определить интервалы, на которых, соответственно, мы могли бы решать задачу, и опять же определить максимум функций на конкретных отрезках. И за фиксирование этих отрезков, этих интервалов, вот это по сути то, что у нас на графиках обозначено на осях OX, например, для племени 1 это 2, и так далее, на племени 2 это 4, то есть это как раз и есть те интервалы, которые нужно было тоже обязательно прописывать в решении и в ответах на эту задачу. В пункте мы сначала должны были сложить функции y1 и y2 и их как бы составных частей. Затем, соответственно, у нас было условие, что x1 плюс x2 равно 3.
мы должны далее были подставить целевую функцию x2 равно 3 минус x1 и решить далее задачу. Далее, при этом найти максимум этой функции надо было на отрезке от 0 до 2, так как первое племя не может добыть больше 2 единиц мяса. При этом производство второго племени будет изменяться от 1 до 3. Эти количества для второго племени возможны, так что дополнительных ограничений не возникает. Далее мы опять же находим вершину этой параболы с ветвями вниз и получаем, что x1 со звездочкой равно 1/3. То есть мы проверяем дальше, что 1/3 принадлежит нашему отрезку от 0 до 2. И значит, это и есть искомый максимум. Второе племя будет производить 3 минус 1/3 или 8/3 единиц мяса. Общее количество собранных плодов при этом будет равно 5. Далее, в пункте Б нужно было тоже решить задачу, но немножко условия у нас, немножко менялись условия. То есть x1 плюс x2 было равно 5, и, соответственно, дальше уже даны были интервалы. Аналогично получали задачу. Дальше устанавливали, что второе племя не может добыть больше 4 единиц мяса, значит, первому племени надо будет добыть минимум 1 единицу мяса. Таким образом, максимум этой функции мы будем искать на отрезке от единицы до 2. Опять же, мы приходим к тому, что это парабола с ветвями вниз, и есть у нее вершина. Вершина у нас находится в нужном интервале. И вершина у нас, кстати, вот не попадает в нужный интервал, и значит максимум будет достигаться на краю отрезка в точке равной единице. И, соответственно, второе племя будет производить все оставшиеся 4 единицы. И количество и нужный результат у нас будет равен 3. Так, далее, в пункте В. Что здесь интересно? Здесь нам нужно вспомнить, что КПВ есть не что иное, как график функции, показывающий, какое максимальное количество y можно произвести, если всего требуется произвести x единиц x. Вот здесь вместо известных значений мы должны ввести некоторый параметр x. И дальше мы, по логике вот разработчиков, мы должны решить эту задачу для 2 случаев и для разных интервалов, в которых может находиться это x, вводимый параметр x большое. То есть либо это случай первый, когда у нас x большое меньше либо равно 4, либо случай второй, когда наш параметр будет находиться в интервале от 4 до 6. И далее, соответственно, мы, вводя такие ограничения, вводим обобщение и, соответственно, получаем, что КПВ острова задается целой системой уравнений. Одно уравнение это при параметре от 4,5х, а второе уравнение это значение параметра от 4,5 до 6. Вот, что здесь еще на что нужно обратить внимание? Да, тоже схема проверки достаточно такая сложная и подробная. За первый пункт можно было получить 8 баллов, за второй пункт тоже 8 баллов, за третий пункт 14 баллов. Ну, каждый пункт, как вы здесь видите, он здесь, конечно, детализировался. В том числе нужно было находить значение краевого оптимума. Опять же, обращать внимание на то, что мы пришли к параболе, ветви, которые направлены в определенном направлении. И опять же, находить вершину этой параболы. Вот. На этом все, в принципе, задания мы с Галиной Андреевной рассмотрели. Решения с подробными комментариями есть на сайте I Love Economics, вот такого проекта по продвижению экономической науки. Какие типичные ошибки? Галина Андреевна вам в своем выступлении сказала, да, на что, какие вещи обратить внимание. Хотелось бы еще раз повторить. Вот, в частности, по задачам первого тура мне показалось, что где были задания типа верно-неверно, большинство из вас воспринимало вопросы наоборот как-то. Вот еще раз, на следующий год, если будете участвовать, еще раз посмотрите, да, потому что такое складывается ощущение, что вы верно все отвечаете, но верно у вас и верность в данном случае немножко не совсем точно, да, поэтому уточните.
Далее, по задачам второго тура совершенно не решали задачу про квадратичные КПВ, поэтому она повторяется, обратите, пожалуйста, внимание, поэтому при подготовке к следующему году, может быть, стоит еще раз просмотреть задачу предыдущих этапов, и мы будем надеяться, что эта задача будет типовая. Вот, и кроме того, когда я была на учебе, нам тоже говорили, что КПВ — это вообще суть экономики для школьников, поэтому от нее никуда не уйти, обязательно эту тему нужно прорабатывать. Вот в первом туре у Галины Андреевны тоже эти задачи были по КПВ, классическая, наверное, задача по Робинзонам, и пожалуйста, почитайте дополнительную литературу. Далее, следующий момент, это касается вкладов. Про вклады, в принципе, я озвучила, да, чтобы было корректнее, вам понятнее, и нам прописывать, о каких вкладах вы ведете речь. Далее, не всегда, не во всех работах встречалось, конечно, описание условия максимума. Вот я сейчас уже несколько раз говорила, что мы приходим к квадратичной параболе, точка вершины этой параболы — это есть тот или иной искомый оптимум в зависимости от ситуации. Вот нужно знать, в каком случае, при каком значении параметра, при коэффициенте параметра в уравнении ветви направлены вниз, вверх, и, соответственно, приходить к оптимуму. Далее, вот что еще хотелось бы, на что обратить внимание, хотелось бы более четко, чтобы вы прописывали решения и ответы в соответствии с условиями задачи. И это бы существенно упростило нам проверку, и вам, может быть, было проще достигать нужного результата. И когда вы читали, наверное, задания, вот у Галины Андреевны есть эти задания, когда вам выдавали, собственно, задания, комплекты заданий на региональном этапе по задачам, там как раз было указано про исправление, там было указано, чтобы вы четко и подробно прописывали и давали нужные ответы. И то есть еще раз просмотрите сам комплект заданий, и когда вы, соответственно, готовитесь и не выходите непосредственно на Олимпиаде, постарайтесь, пожалуйста, этого придерживаться. То есть участник должен излагать свое решение понятным языком, а текст должен быть написан разборчивым почерком. Мы, конечно, не снижаем оценку за помарки, но, к сожалению, в этом году встретился такой случай, когда был правильный ответ, его зачеркнули и написали неверно. Очень, конечно, от этого грустно. Далее. Еще один момент, вот касается задачи, где мы должны рассчитать объем, цены и еще что-то. Почему-то считали только один показатель, хотя можно было сделать все остальное и получить за это максимальный балл. Вот, то есть, например, рассчитали цену, а объем забыли. То есть, может быть, в текстах заданий, когда вы их получаете на Олимпиаде, вот эти пункты, что вам конкретно нужно найти цену, объем и количество фирм, вы это все подчеркиваете и зачем четко и ясно излагаете в ответах на задание. Так, теперь рекомендуемая литература. То есть нам нужно, если не 11 классу, то 9-11, 8 классу, другим, готовиться уже к следующему году, даже если мы не прошли на заключительный этап. Есть такой замечательный проект I Love Economics, там все решения олимпиадных задач, задания регионального этапа прошлых лет, вообще все, что есть по экономике, все олимпиады выкладываются на этом сайте очень оперативно, и разбираются, видеолекции теперь там появились на этом сайте, поэтому работайте с ним. Что касается с этим сайтом по подготовке, что касается литературы, задачников, честно скажу, что практически, может быть, не для того, чтобы отработать вот такие вопросы. Но примерно какая школа здесь лежит при составлении этих заданий. Есть очень такой достаточно не новый, может быть, учебник Гальперина, Игнатьева, Моргунова по микроэкономике и задачи к нему. И вот в этих задачниках и в этой книжке очень много
есть пересекающиеся очень интересных моментов, которые у вас встречаются в олимпиадном задании. И, может быть, если вы отработаете хотя бы задачник, там пару первых задач, то вы привыкнете к функциям спроса, к функциям предложения и так далее. Вот, есть еще хороший учебник Розановой Высшей школы экономики. Он, по сути, продолжает вот школу Гальперина, Игнатьева, Моргунова. Да, это учебник даже не для уровня бакалавриата, для уровня магистратуры, но первые главы этого учебника полностью посвящены к нашим ключевым вопросам. Это кривая производственных возможностей, это рыночное равновесие, это валовый внутренний продукт, функция этого валового внутреннего продукта. Вот здесь есть ссылка, потом можете пройти по этой ссылке и скачать, ну, соответственно, хотя бы первые страницы этого учебника. Если у вас какие-либо вопросы возникли касательно содержания, может быть, вам потребуется дополнительный разбор, дополнительная консультация, мы с Галиной Андреевной готовы вас проконсультировать. Вы можете написать нам предварительно, написать на электронную почту нашего института или написать в группе ВКонтакте. И мы с Галиной Андреевной с радостью, конечно же, вас проконсультируем, ну, назначим время, и вы придете, и мы в личной беседе еще раз проговорим и обсудим вот все непосредственные вопросы, касающиеся, может быть, будущего участия в Олимпиаде, может быть, еще какие-то комментарии дадим относительно литературы, поможем подобрать литературу для того, чтобы вы на следующий год успешно подготовились. То есть, конечно, хочется, чтобы мы с вами прошли на заключительный этап, чтобы там не было, так сказать, были не только федеральные вузы, федеральные школы, но тоже были мы, наши региональные школьники, тоже принимали участие. И мы всегда об этом говорим на каждом вебинаре. К сожалению, без хорошей математической подготовки победить на Олимпиаде по экономике достаточно сложно. Хоть здесь и такие модели сложно не используются, но в данном случае, в данном комплекте заданий упор сделан на хорошую математическую подготовку. Поэтому про математику тоже, пожалуйста, не забывайте. И учите производную, первую, вторую производную и параболу, условия максимума и условия минимума. То есть ряд задач можно решать не через параболу, хотя это все более понятно, а через функцию производной. Вот, в принципе, на этом мы закончим с Галиной Андреевной. Большое спасибо вам за внимание. Рады увидеть вас вновь, услышать тоже. В общем, приходите к нам.